Зеленский провел новый раунд переговоров с Трампом. В России заявили, что не откажутся от достижения целей так называемой СВО, а на фронте масштабные изменения. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Двойной удар по Кремлю. Турция дает пощечину Путину. В Анкаре намекают, что РФ пора завершать войну. Трамп – вероятный агент Кремля. Реакции ВСУ на заявление президента США и его критику украинской власти. Москва обвиняет Украину в теракте, Европа наносит удар по белорусскому заводу, Египет удивляет автомобилями, которые ездят по воде, а в Туркменистане женщинам раздают деньги. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Линия фронта меняется. Впервые за долгое время мониторинговые каналы отмечают активность российских войск в Луганской области. В районе двух населенных пунктов Макеевки и Белогоровки оккупантам удалось продвинуться вперед. В целом же россияне не могут с прежней интенсивностью атаковать украинские позиции. Выдохлись. В частности, на Покровском направлении. Информацию, которая появляется в западной прессе о том, что наступление РФ замедлилось, подтверждают украинские военные в эксклюзивном интервью «Нехта». Путинскому войску не удалось создать фланговые плацдармы для того, чтобы продолжить наступление на Покровск. РФ потеряла часть позиций, говорит спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. Тем не менее, непростой ситуация в эти дни считается в Харьковской области, на Купянском направлении. Сегодня мы видим, что россияне пытаются создать там из нескольких таких небольших плацдармов, большой плацдарм для того, чтобы продвигаться дальше на Купянск узловой, на сам город Купянск. Я думаю, что ближайшие дни покажут, насколько силы обороны Украины сегодня готовы выбить россиян с правого берега речки Оскол, сбросить их обратно в саму реку и не дать возможности продолжать здесь наступательные действия и, соответственно, подтягивать силы. Россия собирается выполнить задачи так называемой СВО. Украина должна будет сдаться. Такое заявление сделал председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картополов. Без американского оружия Киев не продержится. Недолго, нисколько бы то ни было еще. Вся его жизнедеятельность основана на этом. На чужих деньгах, на чужих видах и объемах вооружения. Дерзкое заявление прозвучало на фоне утверждений Москвы о том, что она готова к миру с Украиной и этого мира якобы хочет. Тем временем две пощечины подряд прилетело Путину от союзника – Турции. Глава МИД этой страны Фидан сначала заявил, что Анкара не против желания Украины вступить в НАТО, но при этом все должны быть реалистами. А уже после этого сам Эрдоган заявил, что нужно не воевать, а заканчивать боевые действия. Даже отвел на это четкий срок. Говорю это с максимальной искренностью. На нас всех лежит важная ответственность за то, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Как Турция, мы будем продолжать работать со всей нашей силой, чтобы установить справедливый и долгосрочный мир. Зеленский же надеется, что войну удастся закончить уже в 2025 году, а не еще через 3 года. А как вы считаете, когда утихнут боевые действия и будет тот самый долгосрочный и справедливый мир? Пишите свои версии в комментариях. Тем временем между Киевом и Вашингтоном произошел новый контакт. Зеленский пообщался с Трампом по видеосвязи. И американский президент, судя по кадрам, был не один, а в присутствии Макрона, который прилетел в США, и также в присутствии вице-президента Америки Джей Ди Венса. Зеленский не раскрыл детали этих переговоров, но заявил, что беседа была отличной. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. США превратились из благодетеля-моралиста в хищника, который охотится за украинскими ресурсами. О кардинальных изменениях позиции Вашингтона к 3-й годовщине вторжения пишет CNN. Зеленский же начинает новую борьбу, на этот раз с США, которые еще месяц назад были союзниками Киева. Об этом говорится в материале журналистов. CNN вспоминает резкий разворот Трампа в сторону Кремля, его заявления в адрес Европы и Украины. Все эти оскорбления и обвинения, конечно же, долетели уже и до украинских
украинской линии фронта. Украинские военные уверяют, что Украина не капитулирует, а вот к Трампу теперь есть большие вопросы. Офицер разведки в городе на передовой сказал: «Мы все чувствуем себя преданными с тех пор, как Трамп начал говорить о своих планах мира. Я не удивлюсь, если окажется, что он лучший агент России. Нам остается только держаться». Это все. О том, что Трамп не навсегда, а Украине нужен мир на долгие годы, накануне говорил и Зеленский. Как заявления Белого дома действительно отражаются на обстановке на фронте и какие задачи получили ВСУ. Эти темы мы также обсудили с человеком, который находится непосредственно на линии боестолкновения. Задачи военных не изменились. Задачи нанесения максимального ущерба врагу, выполнение наших задач, соответственно, освобождение украинской территории от оккупанта. Это то, чем сегодня живут войска, живут все военные, а новости и некоторые действия, они действительно же не навсегда. Россия обвиняет Украину в нападении на российское генконсульство в Марселе. Кто же на самом деле бросил зажигательные смеси на территорию учреждения РФ во Франции, пытаются узнать европейские следователи. Пострадавших нет. Российский генконсул, не дожидаясь, переложил ответственность на украинцев. Сейчас делать выводы рано. Очевидно, это кто-то из граждан украинских, либо сочувствующих. Мы также были предупреждены о возможности проведения терактов. Морально были к этому готовы. 3 дня назад команда Нехта рассказывала о серии возможных терактов в ЕС. Изначально служба внешней разведки России заявила, что Украина собирается сорвать переговоры о мире, если Киеву скажут идти на чрезмерные уступки. Для этого якобы будет проведена серия терактов, внимание, против диппредставительств РФ в ЕС. В Москве даже предоставили перечень стран, где это может произойти. В Украине же заявили, что это РФ готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Киев. При этом в Украине даже назвали куратора такой спецоперации по подрыву российских диппредставительств. Это Сергей Нарышкин, директор Российской службы внешней разведки. Отмечу, что по данным Wall Street Journal, на территории ЕС Москва создала подразделение Департамента специальных задач для диверсий в Европе. Европа нанесла удар по белорусскому заводу «Интеграл», который снабжает российские организации, принимающие участие в войне против Украины. Удар болезненный, но не ракетный. Завод попал в 16-й пакет санкций ЕС. Продукция «Интеграла», а это полупроводники, интегральные схемы и другие высокотехнологичные товары, с большим удовольствием закупает Роскосмос, Государственное агентство России, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и Радар ММС. Кроме того, детали, выпущенные в Беларуси, уже были найдены на поле боя. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза. Полупроводники жизненно важны для военных усилий России, и Россия уже инвестировала в «Интеграл» $350 миллионов США. Таким образом, «Интеграл» поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также поддерживает и извлекает выгоду из действий правительства Российской Федерации. Аттракцион невиданной щедрости решили устроить власти Туркменистана для женщин к 8 марта. В течение недели в стране будут раздавать по 60 манатов. По официальному курсу это примерно $17. С 1 по 6 марта деньги получат женщины, работающие в государственных и частных учреждениях, пенсионеры, получатели социальных пособий, аспиранты, докторанты, клинические ординаторы, а также студентки высших и средних профессиональных учебных заведений. В Туркменистане ежегодно к Международному женскому дню женщины получают денежные подарки от имени президента. Эта традиция сохраняется на протяжении многих лет, однако размер подарков остается неизменным. Об этом говорится в распоряжении президента Сердара Бердымухамедова. Уже ясно, такой подарок не для всех. Радио Азатык уточняет, что подарки предназначены только для пенсионерок, официально трудоустроенных и обучающихся в учебных заведениях. А как вам такой подход? Делитесь своим мнением в комментариях. Автомобили, которые передвигаются по воде, хит продаж в Египте. Местный бизнесмен создал целую линейку транспортных средств, которые покоряют волны. Имея всего $50 тысяч в кармане, мужчина за 6 лет превратил маленькую мечту в огромный бизнес и теперь экспортирует свои уникальные автомобили во многие страны мира.
Бизнесмен говорит, что большая часть деталей производится на месте, за исключением двигателей, которые поставляются из Японии и модифицируются в соответствии с пожеланиями клиентов. На счету Карима уже более 950 таких автомобилей, большинство из которых уплыло, а точнее было продано за границу. Общая стоимость его проекта теперь оценивается в $5 миллионов. Основной рынок – США, где продано почти 150 автомобилей. Но машины также пользуются популярностью в странах Персидского залива, Индии и многих европейских странах. Этот автомобиль имеет особые характеристики и специальный цвет по запросу одного из наших клиентов в Америке. На его изготовление уходит от 2 до 3 недель. И, конечно, каждый клиент может выбрать цвет и форму, а также любые специальные пожелания, как внутри, так и снаружи. Клиенты также могут выбрать мощность двигателя. Стоимость одной машины варьируется от 20 до 40 тысяч долларов в зависимости от спецификации, а производство одного авто занимает около 20 дней. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.